Доброе утро всем тем, кто к нам только присоединился. Это программа «Солян» на телеканале БСТ. Уфимское время 7:48. Вот в студии по-прежнему Сявуша и моя коллега Юлия Санбердина. Да, с 12 июля в Башкортостане расширится список заведений и учреждений с ограниченным доступом, чтобы посетить места общепита, салоны красоты, косметические и спа-салоны и другие общественные места, сферы красоты, физкультурно-оздоровительные комплексы, бассейны, курортные организации, студенческие общежития, а также общественный транспорт. Необходимо иметь при себе сертификат о вакцинации от коронавируса, либо медотвод от прививки или отрицательный ПЦР-тест, который нужно делать каждые 3 дня. Можно ли интерпретировать это как попытка ограничить нашу свободу и насколько обоснована эта мера, спросим нашей гости. А у нас в гостях сегодня ответственный секретарь Совета при главе Республики Башкортостан по правам человека и развитию институтов гражданского общества Зульфия Рифовна Гайсина. Доброе утро. Доброе утро. Ну, в принципе, прозвучал первый вопрос, Зульфия Рифовна. Можно ли это интерпретировать как попытку ограничить нашу свободу? Можно интерпретировать по-всякому, но ситуация такая, что санитарно-эпидемиологическое благополучие населения – это очень важный вопрос. И на сегодняшний день в связи с тем, что у нас все-таки продолжается пандемия, регионы должны принимать решения о том, каким образом они будут защищать свое собственное население от заражения коронавирусом. Поэтому с этой точки зрения я считаю, как правозащитник и как юрист, что нет никаких ограничений прав и свобод граждан, жителей Республики Башкортостан и наших гостей. Почему? Потому что все-таки санитарно-эпидемиологическое благополучие находится в приоритете. Есть разные варианты, ну вот как мы обсуждали, да, как мы обсуждали уже много и в соцсетях, и на телевидении, и на радиоэфирах. Есть несколько вариантов. Можно уйти всем на локдаун, но чуть попозже, где-то месяца через 2, может быть. И тогда будет гораздо страшнее последствия после того, как закроются у нас все вот эти вот заведения, которые сейчас были перечислены. Предприниматели потеряют денежные средства, люди опять уйдут все в депрессию после того, как окажутся дома закрытыми. И все же это хуже скажется на том, что сейчас у нас на том уровне жизни, который на сегодняшний день есть. Поэтому лучше все-таки организовать процесс вакцинации должным образом и постараться вакцинировать как можно большее количество людей. При том, что, вот, допустим, среди моих знакомых, а их достаточно большой круг, нет людей, которые бы не хотели прививаться. Все ждали как раз вот таких вот, ну, скажем, условно ограничительных мер для того, чтобы у них был, ну, опять же, условно... Больше мотивации. Да, условный сигнал, да, стимул для того, чтобы пойти в медицинское учреждение, либо в те места, которые предусмотрены на сегодняшний день как места для вакцинации, и получить прививку для того, чтобы обезопасить себя, своих близких от тяжелого течения заболевания. Притом еще вот интересный момент, что многие, кто был категорично против такого указа, ну вот, к сожалению, да, можно констатировать тот факт, что они заболели вот буквально на днях. И поэтому сейчас у них нет никаких претензий к тому указу, который был принят. Были рассуждения о том, что вот есть же все-таки федеральное законодательство, есть нормы, которые обязаны соблюдать регионы, но в данном случае все-таки я считаю, что раз президент страны, правительство Российской Федерации отдало на усмотрение регионов вопрос регулирования санитарно-эпидемиологического благополучия, то здесь глава республики Ради Фаритович принял абсолютно адекватный указ с адекватными мерами для защиты наших жителей. А вот, допустим, сейчас сеть владельцев кинотеатров, я так понимаю, они объединились и просят смягчить это требование, дабы не потерять своих зрителей. Насколько вообще жизнеспособна эта идея, и есть ли у них возможность действительно как-то достучаться? На самом деле, вот я хоть и правозащитник и должна наоборот становиться на сторону людей, но здесь я не вижу никаких жестких мер
жестких мер со стороны органов власти. Почему? Потому что ведь у нас не закрываются полностью те заведения, которые вот вы перечисляли. Они не закрываются. Просто люди для того, чтобы посетить какое-то заведение, обязаны предоставить справку. И все. Больше никаких как бы сложностей нет. А вакцинироваться у нас точно так же, пожалуйста, приходите, вакцинируйтесь и будете свободно абсолютно посещать те же самые кинотеатры. Просто на самом деле те люди, которые не хотят вакцинироваться, они же и в кинотеатры не ходят. Они просто не посещают их. Поэтому те, кто все-таки Больше ведет... всех возмущаются. Да, те, кто все-таки живет активной жизнью, те все равно предпочитают получить вакцину и привиться. Я уже прямо сейчас вот, да, представляю себе в голове такую картину. Сидишь, пьешь кофе, Так. да, а за окном ходят люди. Некоторые не просто ходят, а вот так еще и смотрят. А тебе нельзя. Да-да-да, И то ты есть так, в заведении, да? не дыши мне на Примерно окно. так оно и будет, Слушайте, скорее всего. давайте, смотрите, вопрос тогда такой. Вот, если правительство заставляет, так скажем, всех вакцинироваться... Не заставляет. ну, Вакцинация да, добровольна. хорошо, нет, ну я, вы понимаете, да, вопрос, в смысле, сами-то, как у нас там дела правительства? Вакцинировались ли у нас люди? Вакцинировались, конечно. Вакцинировались. Вся моя семья, вот дочь вчера вакцинировалась, у нее, конечно, уже поднялась температура, но это нормальный как бы, Нормальная, процесс. да, адекватная да. реакция организма. Нормальный процесс, и поскольку она ведет активную жизнь, я думаю, что вот она поступила правильно. Еще один вопрос. Сейчас активно начинаются всякие мошеннические схемы по созданию каких-то липовых справок и Да. прочего. Вот когда человек с такой ненастоящей справкой приходит в заведение, и вот он там находится внезапно, допустим, появляется проверка, и предоставляя вот этот документ, он вдруг оказывается недействительным. Это ответственность. Она остается на совести того человека, который пришел с этой справкой, или это юридическому лицу в заведении, Который выдал. Ответственность будет на том лице, который предоставил эту справку. С одной стороны. С другой стороны, ну вот после того, как 17 июня был опубликован первый вариант указа, действительно был, наверное, шквал звонков, и все беспокоились, ну как же так, прививка, ну вот обязывают, надо что-то делать, а может можно где-то достать эту справку. Это вот для меня настолько удивительно, как? Это же ваше здоровье. А если вы заболеете? А если вы попадете в медучреждение? А если в этом медучреждении вы предоставите ту же самую справку, и вам скажут, что она не настоящая? Как вас будут лечить? Как это все потом будет, если выплывет? Зачем рисковать своим здоровьем? Зачем рисковать... какими-то юридическими последствиями, безопасностью окружающим, при том, что, насколько я знаю, эта справка, она ведь не дешевая, от 10 тысяч и выше, и получить ее как бы не совсем просто. Поэтому зачем, если можно просто поставить вакцину, поставить прививку и спокойно жить, без никаких сложностей, без никаких проблем? Как понять, какая настоящая справка, какая нет? То есть есть какие-то отличительные, ну, скажем так, если это одно и то же медучреждение, я так понимаю, да, выдает? Я не видела Пока еще не ни найдено. липовую, ни настоящую, поэтому мне сложно как бы оценить, но, скорее всего, если будет какая-то проверка, то можно будет определить, что на самом деле прививка не ставилась в том месте, где указано в справке именно этому человеку, потому что, насколько я помню, необходимо предоставлять паспортные данные, в том числе, когда получаешь вакцину. Да, есть варианты, Поэтому как узнать, насколько... С вакциной это не тот повод, да, жульничать и, так Да, скажем, хитрить. для чего Вся рисковать, ответственность если... на вас, и последствия тоже для вас. Мы благодарим нашего гостя за то, что с утра пришли и все разжевали. В принципе, да, доступно. Ответственный секретарь Совета при главе Республики Башкортостан по правам человека и развитию институтов гражданского общества была у нас в гостях Зульфия Рифанагасина. Спасибо вам большое за это утро. Крепкого здоровья вам и всей вашей семье. И вам тоже, дорогие телезрители.